часах 7 вечера. Зал бойцовского клуба РЗ заполняется спортсменами. Каждый день по 2 раза здесь проводят усиленные тренировки. Если утром это кроссфиты, то вечером начинается основной тренировочный процесс. — 2018 год в мире смешанных единоборств обещает быть насыщенным для наших спортсменов. Очередная группа ингушских бойцов готовится к предстоящим турнирам. Уже в конце марта во Дворце спорта Магаз имени Берда Евлоева состоится юбилейная битва в Назране. В одном из главных поединков вечера в рейдж выйдет Ахматхан Боков. На последнем турнире из-за травмы наш боец не смог выступить успешно и добиться желаемого результата. Но битва в Назране — это прекрасный шанс реабилитироваться и снова выйти на победную тропу. Сейчас готовимся в бойцовском клубе РЗ, в родном клубе, под руководством Танкиева Исы, Белхароева Исы. Подготовка проходит хорошо. Я сейчас после травмы залечиваю потихоньку травму. Легкие тренировки пока идут. В основном упор на функционалку идет, физическая подготовка. Итак, отработки в стойке, партер. Так и проходит подготовка у нас. Турнир сам очень хороший. Для молодых ребят тоже делается первые бои. У меня и у Гагиева Башира там должен быть главные 2 боя вечера. Соперники обещают быть хорошими, конкурентными. Посмотрим, иншаллах, должны показать зрелищные бои. Последние бои у меня по воле Всевышнего были проигрыши. Ну, это там, как сказалось, какая-то атмосфера, не знаю, или весогонка. Ну, по воле случая я проиграл. Сейчас у меня настрой очень хороший. Постараюсь сделать все возможное и невозможное, чтобы победить. На битве в Назране Маусар Халухаев проведет свой 2-й поединок в карьере. До начала турнира остается чуть больше месяца, а значит, самое время, чтобы в полную силу выкладываться на тренировках. А спарринги с партнерами в бойцовской клетке — это прекрасная возможность почувствовать имитацию реального поединка. تروح ديك دايوت خدي الغيتمس ديك حياة تخون ديك ترينر جبتخا ديك موت تجيه تروح كي قال نقهيك دي جدخا قهيك أو شيء أوبر ستويكا يوس تروح دخا
борьба паттин теж усу далендели. Форум дикиса пока начу алжусу далди гадели. Паттин тегиве кадике далди гадели. Битва назралет безин болжварсу. Далендели хан соперник еще. Бодраш каждого зрелищный бой хаш со стойку. Сбаник язык духа со стойку. Паттин те хаш со стойки. Ударник. Еще один турнир, в котором примут участие ингурские файтеры, пройдет в начале апреля в Грозном. На Гран-при Беркут нашу республику будут представлять 4 бойца, которые считаются одними из самых перспективных в Ингушетии. Муса Хамхоев свой последний поединок провел в декабре на турнире «Битва Назрани». Нокаут в начале первого раунда и очередная победа Мусы. К предстоящему турниру наш боец готовится в полную силу и находится в прекрасных физических кондициях. А последняя яркая победа только подталкивает на продолжение успешного выступления в рейдже. Муса, расскажи, как проходит у тебя подготовка, в каком состоянии ты находишься? Подготовка у меня отличная. Утром и вечером двойная тренировка. Алхамдулилlah, нормально. В форме средняя находится сейчас эту неделю в Беркуте. Хочу поехать в сборах. Соперник Хаян, Кермадас соперник Хаян. Изучать ваши дендации, пока тренер надо говорить, изучать это будет лучше начала. Начало запоешь хочу я в Беркуте Гран-при. 4 боя надо там провести. Соперники не слабые, там хорошие все бойцы, опытные. У меня тоже сейчас боец опытный, хороший боец. Перед каждым домашним турниром по смешанным единоборствам Федерация ММА Республики проводит жесткий отбор участников. Таким образом, уже 7 бойцов получили возможность выступить на предстоящей битве в Назрани. У нас в ближайшее время сейчас ожидается 2 турнира. Это у нас битва Назрани, которая ежегодно проводится у нас и не раз. И Гран-при, который пройдет в Грозном, Гран-при Беркут. В Грозном у нас участвует 4 человека. А вот здесь, который будет битва Назрани, у нас был отбор. И будет участвовать 7-8 наших спортсменов. Вот я сейчас точное количество не могу сказать. Тех ребят, которые мы отобрали, они такие, которые уже не раз выступали и на битве Назрани, и раньше они выступали в Грозном. Такие, я думаю, за ними есть будущее. Это Зейтов Абу, Ахмадхан Боков, Хамхоев Муса. У нас, как обычно, 2 раза в неделю у нас бывает ударная тренировка. Сегодня у нас ударная тренировка, у нас сегодня разминка, минут 10-15, отработка, 6-7 раундов. И в конце 4-5 раундов вольных боев и доработка уже идет. Так как здесь профессиональные спортсмены проходят на высоком темпе тренировки, есть разные, есть те, которые трудятся, которые знают, что им нужно драться, что им нужно выступать. А есть те, которых приходится иногда постоянно подгонять. И тоже есть. В последнее время ударная техника очень важна в смешанных единоборствах. Буквально 5-6 лет назад борьба играла большую роль. Хотя и сейчас она играет на 70%. Но сейчас уже бойцы стали очень универсальными. И борьба, и ударные. У смешанного бойца должно присутствовать оба этих аспекта. Поэтому она важна не менее, чем борьба. Очень важна.
В бойцовском клубе «Эрзи» каждый день расписан поминутно. Сегодняшняя тренировка направлена на улучшение ударной техники. С каждым годом именно этот аспект все больше используется в мире смешанных единоборств. Находясь в стойке, бойцы показывают настоящее зрелище для болельщиков, стараясь как можно красивее нокаутировать соперника. Помимо участников предстоящих турниров, в зале также тренируются и наши топовые бойцы, которые уже давно успели серьезно о себе заявить в мире смешанных единоборств. Муслим Кациев последний поединок провел в декабре на битве в Назрани и, как ожидалось, выиграл досрочно, нокаутировав соперников в начале встречи. Дату следующего поединка еще неизвестно, но, несмотря на это, Муслим поддерживает форму и готов в любой момент выйти в рейдж. Тренировки хорошо продолжаются. Я пока просто форму поддерживаю. У меня пока ближайшего боя нету. Парни готовятся на 2 турнира, битва на Назрани и Гран-при Беркут. Абукар Хамхоев, Абу Дзейтов, Халухаев. Им помогаем готовиться, набирать форму. А так сами просто свою форму поддерживаем и все. В зале атмосфера хорошая, тренировочная. Лично я пока, когда я не готовлюсь, больше акцент делаю на тренировке технического плана. А когда уже бой назначен, дата боя приближается, делаем уже на физику тренировку, на функционалку, чтобы уже во время боя все 2-3 раунда отработать хорошо. Состав в основном у нас опытный, хорошая команда. На различных турнирах выступали достаточно хорошо и на профессиональном ринге, и в любительских соревнованиях. Так что состав хороший, главное хорошо подготовиться и настроиться. Главное без травм. А так, турниры очень интересные. Поболеть за своих братьев. Может быть, и соперника себе какого-нибудь найду, если получится, конечно. Итак, будем болеть за всех. Также в зале тренируется Ваха Шанхоев, который для поддержки формы недавно успел выступить на всероссийских соревнованиях и выиграть. А недавно полученная травма не позволяет Вахе выкладываться на тренировках на все 100%. Но несмотря на это, наш боец проводит легкий тренировочный процесс. Тренировка, как вы видите, проходит интенсивно. Здесь ребята готовятся к турнирам разным. Одни на Гран-при Беркут, как мы знаем. Другие сейчас должен быть в марте или апреле битва на Назрани у нас. Вот, там готовятся парни. А касательно меня, я после боя, так сказать, у меня травма, я должен сейчас оперировать колено. Вот. Поэтому я держу себя в форме, прихожу, помогаю ребятам. А так, можно сказать, просто для себя тренируюсь. Тренировался, мне сказали, что у нас пойдет всероссийский турнир по комплексному единоборству. Такой масштабный турнир, хорошо организованный, на хорошем уровне. Он пошел, подрался, по воле Всевышнего выиграл. Вот так вот. Себя поддерживаю форму в любое время, чтобы быть готовым. Нет, чтобы если травма не мешала, я бы хотел в ближайшее время подраться, но меня давно уже мучает травма, не могу полноценно тренироваться, как хочу. Именно акцент на борьбу не могу делать, потому что у меня, как я повторяюсь, нога не позволяет. Поэтому сейчас, иншаллах, залечу травму, прооперируюсь, пройду хорошую реабилитацию, я надеюсь. И в ближайшем времени хочу подраться и исправить свои ошибки. На ближайших турнирах, как я знаю, у нас выступает Абу Зейтов, Хамхоев Муса, Халухаев Мусар. Эти ребята, они молодые ребята, и они, знаете, очень трудолюбивые, и никогда не пойдут назад. Это ребята, которые всегда идут вперед. На каждой тренировке они здесь пашут. И поэтому я не сомневаюсь в них даже. Я надеюсь, что они покажут все, на что они способны. И хочу, пользуясь случаем, пожелать им всем удачи. Конец марта – битва в Назрани, начало апреля – Гран-при Беркут. Ингурские бойцы, как всегда, настраиваются только на победу и намерены показать зрелищные бои. Болеем за наших.